История новой татарской медианы. Новая татарская медиана возникла в 1674 году. Она основана группой из 26 служилых татар на пустоши между Чембелеем, Ключищами, Салганами и Актуково. Медиана – это самое молодое татарское село Нижегородщины. Имена основателей деревни перед вами. Название деревни идет от речки Медианы, на берегу которой она расположена. Стоит отметить, что в 40 километрах к востоку, недалеко от берега Суры, уже существовала русская Медиана. Поэтому название новой, возникшей татарской деревни решено было дать Новая татарская медиана. К 1720 годам в Медиане проживало 636 человек в 61 дворе, в том числе 5 мурс. Кто же были первые медианцы? Потомки монгол, уграфинов, кадамские приходцы. Откуда они прибыли? Выяснить это помогут ДНК-тестирования. Дело вот в чем. У каждого человека есть половые хромосомы. У мужчин X-хромосому получает от матери, Y-хромосому от отца. Тот ее получил от деда, прадеда и так далее. Поэтому у всех мужчин в роду будет идентичная Y-хромосома. Изучая Y-хромосомы современных людей, а также останков при археологических раскопках, можно узнать пути миграции определенного рода. Род первого абыза, то есть муллы, деревни Медианы, Исенелия Бикмаметова, примерно 1664 года рождения. 75% медианского духовенства являлись его прямыми потомками. Гаплогруппа М231. 37 тысяч лет назад гаплогруппа N зародилась в Южном Китае. Оттуда часть потомков мигрировала на север. И 8 тысяч лет назад предки Исенелия проживали в Южной Сибири. Оттуда они дальше пошли на северо-запад. И 4000 лет назад оказались в Западной Сибири. Далее на запад. И 1000 лет назад предки Исенелия проживали, скорее всего, в Волжской Булгарии. И как минимум 400 лет назад они уже проживали на территории современной Нижгарии. ДНК-анализ потомков другого рода, Абдюка-Байбакова, около 1674 года рождения, показал, что его предки прибыли с другой стороны, то есть из Мещеры, нежели предки Исенелия Бикмаметова. Гаплогруппа ЕМ35. Пути миграции рода. Гаплогруппа ЕМ35 зародилась ориентировочно 17 тысяч лет назад в районе Северной Эфиопии. Оттуда часть потомков пошла на север и оказалась в Египте ориентировочно 10-12 тысяч лет назад. Затем предки Абдюка-Байбакова отправились на восток, в сторону Аравийского полуострова, и оттуда через Малую Азию перебрались на Балканы, и там оказались ориентировочно 8 тысяч лет назад. Далее распространились по всей Европе. Ориентировочно 1000 лет назад предки Абдюка-Байбакова проживали в Мещере, и как минимум 400 лет назад оказались в Нижгарии.
результаты ДНК-тестирования Y-хромосом медианцев. Справа указана карта расселения предков медианцев 20 тысяч лет назад. В левом столбце указана гаплогруппа протестированного медианца, а в среднем столбце указан его наиболее ранний известный предок, определенный по архивным документам. Гаплогруппа Абдюка-Байбакова, примерно 1674 года рождения, оказалась ЕМ-35. Такая же гаплогруппа оказалась у Кабая-Алашева, примерно 1650 года рождения. И такая же гаплогруппа оказалась у Ениса Имамеддинова, 1865 года рождения. Общий предок этой троицы жил ориентировочно 500-600 лет назад. И, скорее всего, при основании деревни Медианы Абдюк-Байбаков и Кабай-Алашев знали о том, что они являются друг другу близкими родственниками. Абдюк-Бектеев, 1640 года рождения, и Гильман Сайфетдинов, 1875 года рождения, имеют точно такую же гаплогруппу ЕМ-35. Однако их субсклад отличается от субскладов первых троих, и общий предок жил примерно 4000 лет назад. Между собой предок Гильмана Сайфетдинова и Абдюка-Байбакова жил ориентировочно 500-600 лет назад. Далее идет род Исенелия Бекмаметова, гаплогруппа НМ-231. Ориентировочно 30 тысяч лет назад его предки проживали в Южной Азии, а 4000 лет назад они оказались в Западной Сибири. У седьмого протестированного, потомков Мамоти Булатова, сына Иналеева, 1650 года рождения, оказалась гаплогруппа R1A. Такая же гаплогруппа оказалась у Чиная Синчалеева и у Фатеха Дианова, 1891 года рождения. Все трое также между собой являются близкими родственниками с общим предком, жившим примерно 500 лет назад. 20 тысяч лет назад предок этой троицы ориентировочно проживал на Алтае, а 4000 лет назад их общий предок проживал в Восточной Европе. Гаплогруппа R1A имеет множество разных субскладов, и субсклад этой троицы является, скорее всего, балто-славянским. Среди совпаденцев – сербы, татары из Татарстана, русские. Гаплогруппа Уразаи Шилеева, примерно 1650 года рождения, R1b. Предок Уразаи Шилеева 20 тысяч лет назад проживал на Алтае, там же, где и предок гаплогруппы R1a. Тогда это была одна гаплогруппа, которая называлась R1. 4000 лет назад предки Уразаи Шилеева проживали в Западной Европе. Среди совпаденцев Уразаи Шилеева оказались уроженец Кузьминки и Актукова, среди родственников которого знаменитый певец Рашид Вагапов. Как мы знаем, наиболее ранний предок Рашида Вагапова – это основатель Актукова, Актук Утешев, сын Судьяров. Его дядя Кузьма Судьяров – основатель Кузьминок. В 1674 году Уразай Шилеев является лидером деревни Медиана, и он идет первым в списке служилых татар, получившим землю. То есть в связи с этим мы можем сделать вывод, что Уразай Шилеев является потомком Судьяровых и выходцем либо из Кузьминок, либо с Актукова, либо с близлежащих деревень. Скорее всего, Уразай Шилеев прибыл не один, а с компанией, поэтому часть медианцев, по всей видимости, являются выходцами из Актукова, Кузьминок или близлежащего кластера деревень. В первой четверти XVIII века, после военных реформ и окончательного введения регулярной армии, институт служилых морс и татар упраздняется. Медианцев переводят в разряд государственных крестьян. Многие призываются на тяжелые лашманские работы. В 1707 году 6 медианцев отправлены на войну в Польшу, как служилые татары. Стоит вспомнить, что через год после этого события состоялось знаменитое Полтавское сражение. Возможно, и медианцы принимали там участие. В 1722 году 4 медианца отправлены в Баку.
для участия в персидских походах Петра I. С 1745 по 1762 годы в рекруты призвано 13 человек. Стоит отметить, что до 1793 года рекрутская служба была пожизненной. Потом, до 1834 года, она составляла 25 лет. В 1820-х годах 13 медианцев вернулись на родину после наполеоновских войн. Один в звании унтер-офицера. Как минимум на протяжении 70 лет, с 1745, а может быть даже немножко раньше, по 1815 годы, Медиана являлась крупнейшим селением татарской Нижегородчины. Население всех деревень татарской Нижегородчины представлено на экране. Общая численность Нижгар в 1745 году составляла более 14,5 тысяч человек, а в 1762 году почти 17 тысяч человек. Однако с 1817 по 1825 годы Медианы покинуло более 500 человек. Это более четверти населения деревни. Из них 465 человек мигрировало в Самарскую губернию, Ставропольский уезд. Ранее Тольятти именовали Ставрополем. Из них 130 человек переехало в Филипповку, это татарская деревня, 259 человек в Алагуловку и 32 человека в Елховый куст. 44 человека переехало без указания деревни. Также 50 человек переехало в Уфимскую губернию, Стерлитамакский уезд. 27 человек в Исмаилово, 3 человека в Тукаево, 20 человек без указания деревни. Также отмечена деревня Субхангулова. В нее ранее переселились жители Овечьего оврага. Причиной эмиграции нижегородцев, помимо медианцев переселялись также жители Рыбушкина, Сафаджая и других деревень Курмышского уезда, стоит назвать нехваткой земельного фонда. То есть по закону медианцам положена земля, а по факту ее не было. Это и привело к вынужденным миграциям в другие губернии. Никахи. По татарским традициям сторона невесты устраивала никах. Жених на меджелесе платил махар, выкуп за невесту. Средний махар составлял 200-300 рублей серебром и являлся значительной суммой. После никаха жених увозил невесту к себе домой. Анализ метрических книг 1830-1870-х годов показал, что 30% никахов являлись междеревенскими, то есть 30% медианских красавиц забирали в другие деревни. Из них наибольшую часть забирали в Чембелей, 35%, в Суксу 13%, Актуково 12%, в Рыбушкино 7%. Проценты указаны в долях от междеревенских браков. Средний возраст невесты составлял 22 года, а жениха 27 лет. Разводы были редкостью. На 100 браков приходилось 3 развода. Результаты аутосомных ДНК-тестирований. У некоторых медианцев был взят ДНК-тест на аутосомы. Если у вас и у вашего родственника был взят данный тест, то база данных покажет то, что вы родственники, и определит примерную степень родства. Так, в среднем у каждого протестированного найдено 1000 родственников с общим участком ДНК. База данных ДНК совпаденцев выглядит следующим образом. В ней указано имя совпаденца, предполагаемая степень родства, а также количество общих сантиморганов. Значение общих сантиморганов – это величина, количественно характеризующая степень родства.
Вы наверняка слышали то, что все в деревне являются родственниками. Так вот, мы проверили это количественно. Оказалось, что два любых медианца являются родственниками с вероятностью 87%. Возможно, эта величина выше, и она близка к 100%, однако у ДНК-теста есть свои естественные ограничения. Если взять медианца и жителя другой деревни, то они окажутся родственниками с вероятностью для Красного острова овечьего врага Пицца и Сафаджая 60%, для Чембелея 80%. Основные причины смертности. Данный метрик 1830-1870-х годов. Основной причиной являлась дизентерия. От нее умерло 29% от всех умерших. От холеры и оспы умерло 26%, от старости 7%. Среди прочих причин также были ангина, опухоли, тиф, краснуха, водянка, кашель, болезни сердца, эпилепсия, корь, коклюш, хворь и так далее. Причины смерти устанавливал и записывал имам. В среднем смертность составляла 2–2,5% в год. С июля по сентябрь 1848 года в Медиане произошла страшная эпидемия холеры. Она унесла жизни 140 медианцев. Это 8% от населения деревни. Медиана являлась крупным религиозным селом. Четвертая по счету мечеть была построена аж в 1845 году. Все мечети были деревянные, однотипные и не сильно различались по размеру. В ширину составляли от 7 до 8 метров, в длину от 15 до 20 метров, в высоту от 20 до 24 метров. Самая большая мечеть была вторая. Она находилась в центре деревни. В настоящее время на ее месте построена мечеть Рашида. Мечеть Рашида стала визитной карточкой всей татарской Нижегородчины. Расположение 5 медианских мечетей на современной карте. Первая мечеть Ахмеджана Алиаддинова построена до 1790 года. Вторая мечеть Камбера Вахитова построена до 1829 года. Третья мечеть Абдрахмана Хасянова также построена до 1829 года. Четвертая мечеть Хасана Жамаледдинова построена в 1845 году, и пятая мечеть Фатеха Кабирова построена в 1909 году. Расположение мечетей деревни Медианы на исторической карте 1861 года. В центре деревни видна вторая мечеть и медресе. Левее видна третья мечеть Абдрахмана Хасанова, а между ними четвертая мечеть Хасана Джамаледдинова. Это те мечети, которые функционировали в деревне в 1861 году. Первая мечеть находилась правее мечети Кабира Вахитова и, скорее всего, она сгорела, и поэтому не отмечена на данной карте. Медиана. Численность населения в историческом разрезе. Медиана основана в 1674 году, и начиная с этого времени Медиана являлась одним из крупнейших населенных пунктов татарской Нижегородчины. В 1820-х годах произошли миграции в Самарскую и Уфимскую губернию, и из Медианы выехала почти четверть населения. Далее пошел экспоненциальный рост, и к 1920 годам население Медианы превысило 4500 человек.
В советское время начались активные миграции медианцев в Москву, Санкт-Петербург и другие города. В 1862 году более 100 жителей деревни хотели переселиться в Турцию и подали прошение. Медианцы хотели быть ближе к священной Мекке и к исламу, но получили отказ от министра внутренних дел по политическим причинам. Вторая русско-турецкая война. Вахитов Абдул-Алям родился в Медиане в 1855 году. Служил муллой в мечети родного села. Участник русско-турецкой войны, попал в плен. Русских татар развели в разные стороны, и русских пленных сразу казнили. Вместе с ним в плен попали и односельчане, в том числе русский кузнец Николай. Абдул-Алям отвел с собой Николая, выдавая его за татарина, тем самым спас его жизнь. Вернулся домой после обмена пленными, вырастил с женой 6 сыновей и 3 дочерей. Умер в начале 30-х годов. Известно, что более 130 медианцев участвовали в Первой мировой войне. 23 из них были ранены, 54 попали в плен, 12 без вести пропали и 6 были убиты. Более 40 медианцев вернулись домой из немецкого, австрийского и турецкого плена в 1918-1920 годах. Репрессии. Имамы подвергались репрессиям только потому, что были имамами. Так, например, Муся Кабиров, уроженец деревни Медианы, служил имамом в Московской соборной мечети на проспекте Мира в течение 6 лет. Он осужден в 1937 году к 5 годам трудовых работ и умер в 1938 году в Магаданской области, там же похоронен. Всего, как минимум, 41 человек подверглись репрессиям в Медианах. 9 из них приговорены к высшей мере наказания. 4 умерли в заключении. Всего в Медианах было 5 мечетей, и их судьба примерно следующая. В 1937 году с них сняли минареты, а в 1952 году их разобрали или переоборудовали. Первую мечеть переделали в медпункт, вторую мечеть под склад, затем под клуб, третью мечеть использовали под школу. 4-ю мечеть разобрали и из досок построили школу Чембелеи. 5-ю мечеть с 1937 года использовали под начальную школу, затем из нее сделали конюшню. К 1952 году все мечети были разрушены. Как минимум 850 медианцев участвовали в Великой Отечественной войне. 188 человек погибли, 177 пропали без вести. История каждого бойца занесена в книгу памяти села Медиана. Автор Надия Саяровна Абулханова. История одного подвига. Османов Абдулхай Абдуллович. Абдулхай родился в Медиане 15 марта 1924 года. Призван на фронт в августе 1942 года. Служил красноармейцем артиллерийской бригады. Дважды награжден медалью за отвагу. 19 февраля 1945 года противник принял наступление крупными силами пехоты на участке орудия, где был Абдулхай. Но благодаря воинской смелости орудие оставалось незамеченным и невредимым. Абдулхай лично из карабина убил 2 немцев. Командир орудия приказал доставить гранаты на оборонительный рубеж,
До склада с немецкими гранатами было сильно обстреливаемое место, расстоянием в 400 метров, но Абдул-Хай доставил 4 ящика с гранатами и обеспечил людей, оборонявших правый фланг. В период снятия орудия с прямой наводки Абдул-Хай оставался в команде прикрытия и мужественно отражал атаки немцев. Участник Парада Победы 24 июня 1945 года на Красной площади. В 1920-30-х годах значительная часть населения деревни торговала на Сухаревском рынке в Москве. Колхоз в деревне Медяна был организован самым последним. Уговаривать жителей вступить в колхоз съехались агитаторы со всего района. Колхоз в Медяне, особенно в послевоенные годы, процветал благодаря упорному труду жителей. В 1994 году в Медяне построена мечеть Рашида, названа в честь матери мецената Фаиза Гильманова. Мечеть стала визитной карточкой не только Медяны, но и всей татарской Нижегородчины. Сегодня в Медяне проживает 450 человек. Видео подготовлено по материалам Ольги Николаевны Синюткиной, Сергея Борисовича Синюткина, Алимджана Мустафиновича Орлова, Надии Саяровны Абулхановой. Генеалогия нижегородских татар. Сохраним нашу историю вместе. С вами был Руслан Камаев. Затраты на сохранение истории деревни Медяна. На заказ копий архивных документов потрачено 145 тысяч рублей. На ДНК-тестирование медянцев потрачено 90 тысяч рублей. На перевод архивных документов со старотатарского потрачено 55 тысяч рублей. Все архивные и исторические документы доступны в сообществе «Генеалогия нижегородских татар». Поддержать сохранение истории Медяны может каждый. История и генеалогия татарской Медяны в деталях. В 2008 году Ольга Николаевна Синюткина опубликовала книгу «История татарской Медяны», которая подробно ее описывает. В 2018 году вышла книга памяти села Медяна Краснооктябрьского района Нижегородской области. Автор Надия Саяровна Абулханова. Помимо этого, Надия собрала базу данных жителей деревни Медяна с 1674 года по 1960 годы. В базе данных более 12 тысяч человек. Вы можете обратиться к Надие с просьбой помочь вам узнать историю своих предков. И Надия поможет вам безвозмездно составить родословную до основателей деревни. Сохраним нашу историю вместе.